Здравствуйте! Вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. В Мелеузовском районе дорожная авария забрала 4 жизни. В Благоварском районе в ДТП водитель погиб на месте. Его 9-летняя дочь находится в больнице в состоянии комы. В Сибае в результате наезда на дерево оборвалась жизнь водителя. Пьяные лихачи на дорогах республики. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Мелеузовском районе на 196-м километре федеральной трассы Уфа-Оренбург столкнулись встречные автомобили Ford Focus под управлением 30-летнего жителя Стерлитамакского района и Лады Ларгус, за рулем которой находился 36-летний житель города Сибай. В результате ДТП оба водителя и 70-летний пассажир Лады скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Еще 3 пассажира отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, из которых 62-летняя женщина из Хайбулинского района, не приходя в сознание, скончалась в медучреждении. В Благоварском районе на месте дорожных работ 60-летний мужчина из города Туймазы допустил наезд на стоящий самосвал. По информации пресс-службы ГИБДД Республики Башкортостан, в результате дорожной аварии водитель погиб на месте, а его 9-летняя дочь в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении детской республиканской клинической больницы Уфы. Ошибки опытных водителей. Одна из распространенных причин ДТП – нарушение правил излишне самоуверенными водителями, считающими себя опытными. В данном ролике мы расскажем о типичных ошибках, совершаемых данной категорией автомобилистов. Зачастую опыт вождения дает излишнюю самоуверенность, что может привести к некоторым типичным ошибкам. Одной из таких ошибок является недостаточная концентрация на вождении. Излишне самоуверенные водители с легкостью отвлекаются на телефонные разговоры или отвечают на сообщения. А ведь скорость переключения сознания с одной задачи на другую может составлять до нескольких секунд, которые могут оказаться роковыми. Некоторые водители начинают сокращать дистанцию до впереди идущего автомобиля. В плотном потоке это может привести к аварии. Большой стаж вождения создает ложное чувство полного контроля над дорожной ситуацией и заставляет водителя превышать скоростной режим. Не забывайте, что законы физики действуют на всех одинаково. В столице республики на улице 50-летия СССР женщина за рулем автомашины Suzuki CX-4 при движении задним ходом совершила столкновение с припаркованными автомобилями Renault Sandero и Kia Soul, после чего наехала на здание. В результате автоледи была доставлена в больницу. Также в Уфе зарегистрировано ДТП с участием общественного транспорта, в салоне которого находились 5 пассажиров. Благо без жертв. На пересечении улиц Менделеева и Сочинская водитель за рулем Део Nexia совершил столкновение с автомобилем Шкода Октавия, затем столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП водитель Део с травмами головы был доставлен в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали. И в Салаватском районе на 38-м километре автодороги Карпачева-Месыгутова-Ачит столкнулись Лада Калина и автобус марки Сетра, в салоне которого находились 27 пассажиров. В результате ДТП 36-летний водитель Лады из Давлекановского района был доставлен в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.
На улице Индустриальное шоссе города Сибай 34-летний местный житель, управляя автомобилем Peugeot 308, допустил наезд на дерево с последующим съездом с дороги. По имеющейся информации, в результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Аналогичная дорожная авария зарегистрирована в Альшеевском районе. В этот раз погиб водитель, ранее лишенный прав за нетрезвое вождение. На 117-м километре автодороги Чишмы-Аксенова-Киргиз-Мияки 35-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Приора» допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате дорожной аварии водитель от полученных травм скончался на месте. Жизнь состоит из разных эпизодов, хороших и плохих. И в жизни нет функции перемотки назад, чтобы исправить ошибки. Принимайте правильные решения. Не садитесь за руль в состоянии опьянения. Пьяные водители являются главной опасностью на дороге, ведь они создают угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Алкоголь притупляет реакцию и не позволяет контролировать процессы управления автомобилем. Так, в Калтасинском районе на 7-м километре автодороги Краснохолмский-Калмия-Баш 58-летний житель Татарстана, будучи в нетрезвом состоянии, за рулем грузовика «Урал» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 29-летний пассажир из Калтасинского района скончался на месте происшествия. Сам водитель и еще один 32-летний пассажир после оказания медицинской помощи были отпущены. В Уфе на улице Жукова госавтоинспекторами была замечена автомашина Deo Nexia, тонированная с нарушениями требований ПДД. Пытаясь скрыться, водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения и тем самым создавал угрозу жизни и здоровью граждан. Не доезжая до автодороги Самара-Уфа-Челябинск, нарушитель повредил дорожные знаки и съехал в кювет, в результате чего ему потребовалась медицинская помощь. Было установлено, что водителем является нетрезвый 24-летний уфимец, который не имел водительского удостоверения. В отношении него были составлены административные протоколы. Также в столице республики еще один нетрезвый водитель совершил ДТП. В ночное время в Советском районе Уфы 34-летний житель Кармаскалинского района за рулем автомобиля Mercedes-Benz допустил наезд на жилой дом. В результате аварии водитель получил травмы. За управление транспортным средством в состоянии опьянения составили административный материал, а автомобиль поместили на спецстоянку. И в Октябрьском районе Уфы зарегистрировано аналогичное ДТП с участием автомашины под управлением водителя в нетрезвом состоянии. 34-летний житель Туймазинского района за рулем Kia Sportage допустил столкновение с попутной Kia Sorento, которая от удара столкнулась с автомашиной Chevrolet Lachetti. В результате ДТП водитель Chevrolet, 22-летний уфимец, получил травмы. Водитель первого автомобиля покинул место аварии и отказался от прохождения медосвидетельствования, за что были составлены 2 административных материала. Транспортное средство поместили на спецстоянку. В республике по горячим следам задержаны подозреваемые в угоне. В полицию обратился 68-летний мужчина и сообщил, что на улице Гагарина угнали его автомобиль ВАЗ-2106. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. Автомашина с незначительными повреждениями была обнаружена на трассе М7 «Волга». Угонщиками оказались ранее неоднократно судимые друзья из Нижегородской области, которые приехали в Уфу пару недель назад на заработки. Прогуливаясь ночью по улицам, приметили автомобиль, вскрыли дверь с помощью ножа, затем, соединив провода напрямую, завели транспортное средство и отправились в Казань. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены под стражу. Ведется следствие. В Уфе сотрудниками полка ДПС был остановлен автомобиль Nissan Patrol под управлением 36-летнего мужчины. В ходе проверки документов было установлено, что водитель имеет неоплаченные штрафы на сумму около 1,5 миллиона рублей. На место задержания были вызваны сотрудники службы судебных приставов, которые изъяли транспортное средство и поместили на спецстоянку. Работа с должниками ведется на постоянной основе. Так, помимо этого случая, были помещены на штрафстоянку автомобили Citroёn C4 и Ford Focus, владельцы которых состояли в списках информационной системы ГИБДД о злостных неплательщиках. Уважаемые водители, не забывайте оплачивать штрафы, ведь они могут оставить вас без транспортного средства.
В Уфе для молодых сотрудников отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД в целях патриотического воспитания провели экскурсию в Музее управления госавтоинспекции Республики Башкортостан. Начинающих коллег ознакомились с историей становления службы, поведали о руководителях госавтоинспекции. Продемонстрировали коллекцию форменного обмундирования инспекторов ДПС разных времен. Показали даже личные вещи стражей порядка. Интерес слушателей вызвали рассказы о буднях автоинспекторов, их служебных командировках и подвигах. Такие мероприятия воспитывают в молодых сотрудниках сознательное отношение к исполнению служебного долга. Неприятности с автомобилем? Мы решим эти проблемы. Добро пожаловать в Bosch Дизель, в авторизованное гарантийное представительство фирмы Bosch. Опытные специалисты выполнят полную и точную диагностику вашего автомобиля, а затем профессионально устранят найденные дефекты. Мы обеспечиваем надежность. Телефон 8 986 700 1202. Проектирование, газификация и монтаж котельных, прокладка газовых сетей, водопровода, канализации и теплоснабжения. Компания «Уфа-Строй». Серьезный подход, контроль и качество. Покоряй дороги, наслаждайся свободой, становись успешнее. Автошкола «Беркут». Приходи учиться, стань уверенным водителем. Чувствовать себя комфортно в своем доме и быть окруженным красотой. Не это ли главное желание человека? Предлагаем вашему вниманию Завидово Вилледж. Экологически чистый поселок недалеко от Уфы. Завидово Вилледж. Настоящая магия жизни на природе. Телефон для справок 294 308. Код города 347. Присылайте свои видео на наш телеграм-канал Дорпатруль Уфа, в нашу группу ВКонтакте, на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели Дорожный патруль Уфа. Будьте предельно внимательными на дорогах, берегите себя.